То, что они не вывозят по каталогам, они разворовывают зверски. Они вырезают шелка из стен гостиных, софьян из мебели, они крадут бронзу, разбивают хрусталь. Все, что до чего они не дотянулись, они уничтожают. Они топят паркетами, они режут на лоскуты, режут полотна великих мастеров, разбрасывают все. Получают приказ при отступлении взорвать дворец и взорвать один и второй дворец, а на территории оставляют 1000 авиационных бомб. Когда в 1944 году, 24 января, освобождают город Пушкин, то вместе с музейщиками здесь оказывается комиссия по расследованию бесчинств на территории, оккупированной фашистами. И в ее составе есть музейщики. Музейщикам не было сил даже плакать. Когда они увидели то, что они увидели вокруг парка, единственное, что спасло остатки стен, это то, что фашисты в самый последний момент, Красная Армия наступала стремительно, они получили приказ уходить быстро и тихо. Поэтому музейщики по парку, по дорогам, по окрестностям собирали по фрагментам, по кусочкам. Мы с вами сегодня увидим, из чего собирали то, что они сделали.